Ассаламу алейкум. Приветствую всех наших гостей, спортсменов, тренеров, зрителей. И вот кульминация открытия межрегионального турнира по вольной борьбе среди юнош до 18 лет. 22 финалиста ждут своих заключительных схваток. С напутственными словами и пожеланиями к участникам обратился первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев. Я уверен, что все мероприятия проходили и оставшиеся финалы у нас пройдут в ожесточенной спортивной борьбе, и чтобы победил сильнейший. Баркушана, Хаваша Хайтера, и особая благодарность нашим дорогим гостям, Абдурашиду, Хаджамураду и всем нашим борцам, которые смогли найти время приехать в нашу республику. Уверен, что мы покажем красивые бои и наше гостеприимство. Всем удачи, Баркал. Открытый межрегиональный турнир сегодня собрал вокруг себя 110 лучших борцов из Дагестана, Чечни, Ингушетии, Осетии, Республики Крыма, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. Он традиционно проходит во Дворце спорта имени Берда Евлоева в честь серебряного призера Олимпийских игр Калоя Картоева. Понаблюдать за соревнованиями и оценить способность подрастающего поколения приехал и друг Калоя, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по прозвищу «Русский танк». Вот здесь стою я в этом зале, и у меня такая ностальгия. Это такое ощущение, как будто это вчера было. Уже прошло больше 6 лет. Я выступал в этом зале, и все жители Ингушетии здесь стоя меня поддерживали, болели за меня. Поэтому вам огромное спасибо за ту поддержку, которую вы оказывали, и за этот теплый прием. И хочу обратиться к молодежи, которая здесь присутствует. Вам не надо на стороне искать героев. У вас у себя на родине есть свои Калой, Муса Евлоев, Халмурзаев, Магомед Мусаев, Назир Манкиев. Они тоже были когда-то такими же детьми, как и вы, но у них была огромная мечта, и своими стараниями, своим терпением, и они добились очень больших успехов. Дух спортсменов поднимает еще несколько титулованных борцов России, которые приехали в гости к Калою Картоеву. Противостояние начинается. Золотую медаль на ковре оспаривает суперлегкий вес 52 килограмма. Заурбек Картоев в красном и его соперник из Кабардино-Балкарии в синем. Обоим по 15 лет. Заурбеку с легкостью удается доминировать над соперником. Он в сухую набирает 8 баллов, не допуская ошибки. Под конец синий все-таки ловит момент и бросает Заурбека через себя, набрав 2 очка в свою пользу. Схватка окончена со счетом 2-10 в пользу Заурбека. Он стал победителем турнира. 50% всех финалистов представителей Ингушетии. Один за другим до официального открытия они по олимпийской системе шли к победе. Самый захватывающий бой состоялся в весе 60 килограмм. Адам Асмиев в красном и Давид Сеферян в синем. На кону золото Калоя Картоева, которую желает получить каждый из них. Давид в синем в этом году стал бронзовым призером первенства России, куда Адам пока еще не отобрался. Синий с первых же минут показывает свое превосходство на ковре. Благодаря технике и ловкости он с легкостью набирает 5 очков, отдав только 2 сопернику. Тренеры обоих спортсменов взволнованы. До конца матча осталось 2 минуты. И вот Адам, собравшись силами, проводит эффектный бросок, вызывая эмоции болельщиков. Но рано радоваться. Адам допустил ошибку, из-за чего его баллы сняли и присвоили 1 балл оппоненту. Разочарованный судейским решением, публика уже перестала рассчитывать на победу, но силы воли Адама не занимать. Он повторно совершил бросок, который подарил ему еще 4 очка. Счет 9-6. Победа состоялась, схватка завершилась красиво. Он стал фаворитом этого вечера. Я выиграл из-за подсказки тренера. Сделал, как тренер сказал, и так выиграл. Схватка одна за другой все зрелищнее и опаснее. Крики с подсказками, нервы и напряжение. Организацией межрегионального соревнования все участники остались довольны. Организация на высшем уровне. В прошлом году тоже нормальные соперники были. С кем было побороться в этом году тоже. Рад, что пригласили нас.
Для вольников это последнее соревнование 23-го года, так сказать, приятное завершение сезона, где они перед началом отборочных этапов могут продемонстрировать свои силы и проанализировать ошибки. А подводя итоги года, исполняющий обязанности министра спорта Руслан Белхароев остался доволен достижением наших борцов. У нас именно по спортивной борьбе, именно вольные дисциплины, у нас очень хороший результат. Уже есть около 3-4 победителей России, участники мира, Европы, победители, призеры мира до 23 лет. По греко-римской борьбе то же самое у нас 2-3 чемпиона по первенству России, участники первенства мира до 23 лет. В целом именно Федерация спортивной борьбы, я доволен, результаты идут. Ребята развиваются. Я думаю, наши результаты не за горами. Призеров ждут медали, грамоты и подарки. Вручать их будет лично серебряный призер Калой Картоев вместе со своим другом, олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым. Адам Гулоев, Магомед Дарсигов. Новости 24.